Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сегодня часто говорится о цифровой трансформации услуг, о суперсервисах и о проактивном предоставлении услуг. Что такое суперсервисы, как влияет цифровая трансформация услуг на среднестатистического человека, получателя услуг? Тема нашего разговора. Сегодня у нас в гостях Таисия Батуева, руководитель МФЦ Республики Саха-Якутия. Таисия Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вначале хотелось бы сказать, что с 1 марта прошлого года в России реализован суперсервис рождения ребенка. Давайте остановимся и расскажем, что это такое поподробнее. Суперсервис рождения ребенка. Прежде всего, я бы сказала, что это новая возможность для мамы очень быстро, легко и просто, самостоятельно, не выходя из дома, в удобное для нее время оформить рождение своего ребенка и все необходимые базовые документы на ребенка, такие как ИНН, СНИЛС, прописку, полис обязательного медицинского страхования. Это все делается через портал госуслуг. И самое существенное и важное для мамы, что значительно сокращается время оформления этих документов. По некоторым документам сроки сокращены максимально до 1 рабочего дня. А если мы говорим в целом, что такое суперсервисы, то это такие комплексы оцифрованных государственных услуг, которые сгруппированы, объединены в рамках основных жизненных ситуаций. Их проработку правительство Российской Федерации начало еще в 2019 году. Тогда были выделены 25 основных направлений, и вот 5 из них запущены. Сегодня мы с вами говорим про рождение ребенка, а еще у нас запущены такие сервисы, как поступление в ВУЗ онлайн, утрата близкого человека, переезд в другой регион и исполнительное цифровое производство. Так вот, суперсервис рождения ребенка в нашем регионе объединяет 12 полезных госуслуг и сервисов, которые я уже озвучила. Но это, получается, действительно экономия и времени, и ходить никуда не надо, все получить в одном месте. А какую роль играет Центр «Мои документы» в реализации данной платформы? Знаете, мы с моими коллегами очень заинтересованы в том, чтобы наши граждане, наши пользователи услуг перешли в эти дистанционные каналы получения государственных муниципальных услуг в электронном виде, то есть на порталы госуслуг. Почему? Прежде всего, потому что это крайне удобно для людей. Это действительно повышает качество предоставления государственных муниципальных услуг, ускоряет процедуру оформления документов и создает массу удобств. И с другой стороны, это оптимизирует и работу ведомств и органов власти. Поэтому наш центр «Мои документы Якутия» уже активно в этот процесс вовлечен с 2016 года. Мы работаем изнутри и с органами власти, помогаем им в этом процессе. Там очень много внутренних, так скажем, вещей. И мы активно популяризируем все электронные услуги и сервисы среди населения. Например, мы с 2017 года активно проводим различные обучающие мероприятия. Вот мы посчитали, за этот период мы провели более 1600 мероприятий. И через наши курсы условной компьютерной грамотности по всей республике прошло 19,5 тысяч граждан. Также в нашем офисе, который расположен во всех населенных пунктах, административных центрах, я имею в виду нашей республики, всего у нас по республике 45 офисов, есть места самостоятельной работы. Это такие гостевые компьютеры, где люди могут самостоятельно, опять-таки, либо с помощью нашего специалиста получить ту или иную услугу. Более того, с прошлого года мы запустили открытие таких секторов пользовательского сопровождения, когда уже рабочее место специалиста оборудовано вторым монитором, и он помогает, то есть заявитель, человек, бывает, люди немножко, пока не умеют, либо боятся по каким-то причинам, они вот с поддержкой, под контролем специалиста могут оформить ту или иную услугу. Такие сектора у нас открыты в городе Якутске в 5 офисах, и сейчас мы открываем по районам, сейчас открыто в 6. Также мы активно сотрудничаем с библиотечной сетью нашей республики и помогаем нашим коллегам из библиотек открывать тоже сектора электронных услуг. Если обратите внимание, у нас в городе Якутске уже это на базе национальной библиотеки такие сектора открыты, и также на базе муниципальных библиотек, такие как библиотека «Смарт» на 203-м микрорайоне, библиотека «Библиополе» в селе Маган, «Созвездие». В текущем году мы также открыли и в муниципальных образованиях. Вот Нерюнгри у нас подключился, сам город Нерюнгри, и в поселке Чульман, и Беркакит. И также мы сейчас сотрудничаем с системой здравоохранения.
то есть центры подтверждения. Вот самое главное, это чтобы у человека была подтвержденная учетная запись портала госуслуг. И мы помогаем нашим коллегам из поликлиник стать вот этим авторизированным центром подтверждения учетных записей. То есть мы ведем очень большую работу. И что касается суперсервиса рождения ребенка, вы спросили, какая же наша роль? Но сейчас мы сами активно изучаем этот сервис, и мы такие практики, да, то есть нам надо самим пощупать все, пройти этот клиентский путь. И в нашем дружном коллективе сейчас вот прямо 85 наших сотрудниц прекрасных находятся в интересном положении, да, они находятся в отпуске по беременности и родам, и мы среди них бросили клич: подключитесь, пройдите, протестируйте, скажите. И вот коллеги сами попробовали, и говорят, очень удобно, просто. И по отзывам некоторых из моих коллег, самое сложное в этом процессе — это определиться с именем ребенка. Поэтому вот мы так изучаем и помогаем, и рассказываем про этот сервис. Слушайте, ну здорово, если сервис настолько прост, что самое тяжелое — это выбор имени, то тогда с сервисом справится практически любой, кто захочет. Но мы перечислили уже, что входит в комплекс, да, услуг, так вот вкратце. Давайте остановимся, что вот суперсервис, да, помимо рождения ребенка, утери человека, что еще туда входит? Для того, чтобы воспользоваться с этим суперсервисом рождения ребенка, самый важный шаг, который должна сделать мама, это дать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства о рождении. В народе его называют медсправка из роддома, то есть тот первичный документ, который фиксирует факт рождения ребенка. Вот, находясь в роддоме, мама дает это согласие, и, соответственно, ее согласие уже попадает в систему и запускается эта система. Все последующие шаги по оформлению всех вот документов, о которых мы сегодня с вами говорим, да, проходят через портал госуслуг. То есть мама уже со своего гаджета, с планшета, с смартфона любого оформляет. Для этого ей нужна подтвержденная учетная запись, то есть она должна быть пользователем портала госуслуг. Дальнейшие шаги очень простые. Ей уже в течение 5 рабочих дней, это максимальный срок, а на практике у кого-то на следующий рабочий день появляется, то есть 5 это вот максимальный. Уже в ее цифровом профиле, в личном кабинете по-простому, да, она видит уже заполненное, предзаполненное заявление о регистрации рождения. И, соответственно, ее задача просто внимательно проверить все эти данные, да. И здесь есть еще некоторые, конечно же, нюансы. Этот сервис доступен для мам, которые состоят в зарегистрированном браке с отцом ребенка на момент рождения, либо для мам, у которых брак не зарегистрирован, и они не будут устанавливать отцовство. Во всех остальных случаях пока используется традиционный бумажный путь оформления этого рождения ребенка. Так, возвращаемся к нашим шагам. Мама проверила это заявление в личном кабинете, указала данные на отца ребенка, чтобы он потом тоже проверил, подтвердил, да, согласовал, скажем там, имя. Указала имя ребенка, нажимает кнопочку «Отправить», все, заявление вначале уходит к отцу ребенка, он проверяет, и вот этот процесс согласования. То, что бывает, что женщины находятся в роддоме и начинают выбирать имя, согласовывать с мужем, да? После того, как родители совместно подпишут это заявление, направляется, оно уходит уже в систему. И в течение краткого очень срока регистрируется в органах ЗАГС автоматически, да, если у нас уже создается реестровая запись, то, что родился юридически значимая запись, что родился ребенок, человек новый, гражданин Российской Федерации. И далее уже без участия человека все данные направляются в различные ведомства, прежде всего в социальный фонд. И ребеночку присваивается СНИЛС, который автоматически, да, появляется потом в личном кабинете маме, и ННН. Далее, конечно, маме нужно будет направить запрос тоже из личного кабинета на полис ОМС, для того, чтобы уже потом прикрепиться к поликлинике, и можно записываться. Очень часто родители спрашивают, как прописать ребенка, потому что для дальнейшего, чтобы поставить в очередь на детский садик или получить какие-то меры поддержки, требуется прописка. Это все тоже делается практически проактивно с личного кабинета, и у нас прописка ребенка осуществляется за 1 рабочий день. То есть это очень просто, легко, понятно, удобно. А все эти документы будут только в электронном виде или все-таки можно будет получить бумажный вариант? Это тоже очень часто сейчас задаваемый вопрос, потому что это значимый факт рождения ребенка, все мы хотим иметь эту бумагу. Да, на текущий момент свидетельство о рождении ребенка в бумажном виде, оно сохраняется. Поэтому на этапе, когда формируется заявление, о котором мы ранее говорили, вот, где мама должна проверить все данные, она выбирает, еще ставит галочки, в каком виде получить этот результат.
ей нужно проставить две галочки. Первое обязательно это сама реестровая запись, ну то есть это электронное условное, да, свидетельство о рождении, и далее получить бумажное. При этом она выбирает удобное время, то есть она может потом через месяц получить в абсолютно удобное для нее время в любом ЗАГСе. Бывает, что у нас рожают в одном месте, потом переезжает в другой населенный пункт, да, получить это свидетельство. Но мы знаем также о планах, что в последующем к 2025 году в целом планируется уже упростить вот эти свидетельства. Мы прошли этот путь по свидетельствам ИНН, по СНИЛС, которые уже все у нас привыкли, говорят, где же эта зеленая маленькая бумажка, да, сейчас уже СНИЛС в формате А4 выходит. Поэтому пока бумажный вариант можно получить. Так, поставить две галочки, да? Ну вот, например, молодая мамочка ошиблась немного, не поставила галочку, что хочет бумажный вариант, а потом захотела и сделала печатку, например, фамилии, еще что-то. Можно ли как-то дать обратный ход этим документам или же исправить опечатки? Да, безусловно. Что касается, когда есть опечатка, либо бывают родители передумали, да, по имени, ну, во-первых, мы возвращаемся к тому этапу, когда у нас идет долгий, вот какой срок нужен для согласования имени между матерью и отцом, они этот срок себе выбирают. В последующем, когда заявление уже было направлено, наши очень чуткие и внимательные коллеги с органов ЗАГС, они обязательно обратятся к родителям, уточнят по имени, особенно когда имя такое необычное, да, бывает, что нужно правильно его написать. Поэтому мы очень рекомендуем нашим родителям обязательно проверять корректные данные своих телефонов и адрес электронной почты в личном кабинете. Это делается в профиле настроек личного кабинета портала госуслуг. Что касается получения, если мама забыла поставить галочку, что она бумажно не получает, да, в последующем она может заказать новую услугу получения повторного свидетельства. То есть, в принципе, все вопросы решаемые, главное не бояться этого сервиса и потихоньку в нем разбираться. Но для того, чтобы зарегистрироваться, нужен обязательно только лишь учетная запись на госуслугах или что-то еще? Как вот шаги, чтобы воспользоваться суперсервисом? Я бы сказала так, чтобы воспользоваться суперсервисом нашим мамам и папам, но мама здесь главная, потому что она, да, в роддоме дает это согласие, прежде всего нужно желание воспользоваться этим сервисом и доверие к сервису. Да? И, как вы правильно сказали, конечно, они должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и у них должна быть подтвержденная учетная запись. Что касается мамы, еще раз подчеркну, на момент рождения ребенка у нее обязательно должна быть подтвержденная учетная запись. Вот у папы еще может и не быть, потому что мама, когда указывает его адрес электронной почты и СНИЛС, система его находит, и он получает имейл-приглашение: зарегистрируйся, пожалуйста, на портале госуслуг, тебе нужно согласовать факт рождения ребенка. Да? А вот у мамы должно быть. Поэтому, в принципе, у нас сейчас 98% нашего взрослого населения уже зарегистрировано в этой системе, но, как правило, некоторые люди, которые не так часто пользуются электронными цифровыми услугами, они забывают свои пароли. То есть их нужно будет восстановить учетную запись, они могут сделать это самостоятельно, следуя инструкциям, которые очень понятны, либо обратиться в любой центр подтверждения. Таковыми являются как наши офисы, центр «Мои документы», да, все адреса, где мы находимся, можно посмотреть на нашем сайте www.mfc.sakha.ru, либо в любой картографической системе. И также, как я уже упомянула, центрами подтверждения сейчас у нас становятся библиотеки, становятся поликлиники, допустим, по городу Якутску это 7 поликлиник. Поэтому можно обратиться в любой центр и восстановить свою учетную запись. Но суперсервис действительно супер. Как бы сложно ни казалось на слух, по факту это сделать достаточно легко и просто. Таисия Львовна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я благодарю вас. Спасибо вам. До свидания. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.